Есть язык, есть нация. И то, сколько бьюсь над тем, чтобы историю народов Южного Урала изучали в школах. Это же абсолютно волюнтаристский подход. Мы ездили в Екатеринбург, обсуждали стратегию тогда. Помните? Я тогда встала и сказала, какую цель ставит стратегия развития татарского народа. Или мы вот своими мероприятиями, о чем вот говорили, формируем только чувство национальной самоидентификации. Поняли, да? То есть мы татары. Не обязательно. У вас в Казани есть даже группа, у которых такая точка зрения. Я с ними вот так вот. Не обязательно знать родной язык. Лишь бы вот чувствовать вот эти фестивали, вот эти праздники, вот эти конкурсы. Вот достаточно. Чувствуешь себя татарином. Или же, говорю, мы ставим целью сохранить татар как этническая общность, как нацию. Тогда на первом месте это язык. Потому что все прекрасно понимают истину. Есть язык, есть нация. Нет языка, нет этноса, нет нации. Тенденция потери родных языков неумолима. В 1995 году процент татар, знающих татарский язык в области, было 55%. По последней переписи 2010 года свой родной татарский язык знали 37% татар Челябинской области. Вот вам цифры. В чем дело? Причина очень серьезная. Да, язык живет тогда, когда он функционирует, когда он несет социальные функции. Понимаете, да? А их нет, они отсутствуют. Я уже везде и всюду со всех трибун кричу, вопию. Не будет никакого роста изучения родного языка, пока нет федерального закона о родных языках. Потому что для того, чтобы изучали родной язык, это все должно быть поставлено на государственную основу. Поняли, да? Пока этого нет, это вот самодеятельность, инициатива. Ведь сейчас изучение родного языка поставлено на какую основу? Вот директор школы или еще кто-то. Нет. Хочу, это открою. Не хочу, не открою. Это же абсолютно волюнтаристский подход, как мы говорим. В последних директивах власти выдвинут лозунг формирование российской нации. Объясните мне, пожалуйста, что это такое? Я до сих пор не пойму, что это такое. Мы в истории уже помним, мы через это проходили. Был советский народ, новая историческая общность. И под этим лозунгом тихой сапой, неофициально отчуждали народы от своего языка, от своей культуры. И выросло 2-3 поколения нигилистов, равнодушных к своему культуре, к своей и так далее. И вот когда пошли вот демократизация в 80-е годы, и пошли вот эти национально-культурные центры и конгрессы, мы хоть добились того, что вот этот нигилизм преодолевали, поняли, да? И наконец-то добились того, что люди не стали стесняться своей нации, стали гордиться, историю стали изучать. И то, сколько бьюсь над тем, чтобы историю народов Южного Урала изучали в школах. До сих пор нет. Министр культуры Кузнецов мне говорит: Луиза Махмутовна, мы не можем перекраивать историю. Я говорю, не надо перекраивать историю. В те же программы истории надо вклинивать историю народов. Башкир, татар, чуваши, марии и так далее. Вот где проблема. Мы бьемся, вот общественность. Я книгу пишу «Национальное движение на Южном Урале». Я в этом году будет 50 лет, как я национальной политикой занимаюсь.